Просто всего лишь получается, что ты немножко деньги подержал и отдал дальше. Да? Немножко подержал и дальше передавал. Я работаю. Ты бизнесмен? Да, бизнесмен. Я знаю много бизнесменов, которые, если их жена говорит, дай 200, он говорит, денег нет. Подожди. В следующем месяце подожди. Потому что это так. Бизнесмен, он получает от результата своего труда. Я всем людям рекомендую стать предпринимателем, иметь мышление предпринимателя. От самого маленького до самого старика. Потому что это важнейшая вещь. Это то, что тебе позволяет расти, вдохновленным быть, энергичным быть. Тебе придется жить. Знаете, вот это жить. Вот это так. Жить. Уметь создавать, уметь работать, уметь реализовать. Потому что это другое дыхание. А вот это губит человека. Даже хороший, умный кадр потихонечку сам не заметит, как стал лентяем. Правильно? Потому что ему выгодно быть лентяем. Видите? Ему выгодно быть лентяем. Дальше. Бедные убеждены. Бедные убеждены. Внимание. Делай добро, и тогда не получишь зла. Вы такую русскую поговорку слышали? Не делай добро, не получишь зла. Они говорят, вот делая, столько у меня проблем. А эти люди обычно кому-то помогают, потом ходят и всем высказывают. Вот тому помог, вот тому выручал, а теперь сегодня у меня такое. То есть, подход в чем заключается? Внимание, внимание. Добро, которое они делают, в глубине души они ждут, чтобы хотя бы кто-то им скажет спасибо. Внимание, я знаю, что у вас тоже есть это. Я уверен. Если кому-то иногда помогаешь, как минимум ждешь, что хотя бы он скажет спасибо. Если спасибо не скажет, второй раз, если обращается, уже мне недовольны, говорит, нет, времени тут занят. Понимаете? Даже на дороге машины стучат, просто не помогает. Что не помогал, да? Спасибо не сказал. Да. Хотя бы, ход мог бы так делать. В глубине души какое-то ожидание есть. Честно скажу, даже позаботиться о своей собственной жене, иногда ждешь, чтобы она тебе спасибо скажет. Поверьте, это так. Если она неблагодарная, уже неохота второй раз цветы принести. Если ты придешь домой, она вот представьте, подарок вы принесли, она вот так. Ну ладно, хорошо, принесла, ну ладно. Второй раз уже неохота что-то делать подобное. Это всегда так. Потому что я заметил, что действительно это одна из черт, которая развивает мышление бедности. Почему я так говорю? Вы меня поймете сейчас. Дорогие мои, ваша сильная страна, она должна расти бескорыстно. Внимание! Молитву надо читать не потому, что только ты нуждаешься в милости Бога или того-то. Бог не нуждается в твоей молитве. Это мы нуждаемся. Понимаете, о чем идет речь? У многих людей любовь это не любовь, это контракт. Я тебе, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе, ты мне. Это условия. Добро, которое они делают, это тоже в виде контракта. Потому что они это делают с ожиданием. На самом деле добро надо делать, вообще не думая. Тогда плоды у него больше. Вообще не думая. Просто делать. Но вообще не думая. И по большому счету, я первый день, когда начинали, я вам рассказывал о том, что, говоря о мышлении богатых и бедных, я имею в виду богатое мировоззрение, богатый духовный рост, богатого духовного интеллекта. Вспомните об этом? Я вот что имею в виду. Это не то, что иметь много денег. Много денег само собой появится в вашей жизни. Правую руку поднимем, повторим за мной. Материальное богатство, всего лишь отражение, всего лишь тень, внутреннее достижение. И потом ходил с этим договором. Да. Поэтому очень важную роль играет не самого то, что ты денег имеешь. Важную роль играет, если у тебя есть план.
Деньги стоят сам план. Если у тебя хороший план, план всегда находит деньги. Запомните мои слова. План всегда находит деньги. Нужно очень правильный план иметь. Деньги всегда появятся. Дальше. Бедный выбирает свою деятельность, исходя из сиюминутной выгоды. Кто из вас столкнулся с тем, что вы людям говорите, послушай, давай начнем работать. Сейчас пока еще бизнес маленький, или пока еще не все так выросло, а в будущем зато будут хорошо. Он говорит, ты нет. То есть они видят только сейчас мне. Им надо, чтобы сейчас было выгодно. Вы столкнулись с этим? Они говорят, ты понимаешь, мне надо, чтобы сейчас делать и так далее. То есть они найдут миллион причин, лишь бы, чтобы сейчас им было выгодно. Если вы им говорите, ну понимаешь, ты должен видеть перспективу. Он не видит. Много людей не видят перспективы. Им нужна сегодняшняя выгода. Потому что у них нет терпения, у них нет дальновидности, у них жадность и соблазна. Сейчас лишь бы срывать, а дальше им все равно, солнце поднимется на небо или нет. Как будто завтра не существует для них. Поэтому они напугают своих клиентов. Они стараются, чтобы вот сейчас как-то выжимать максимально, им не интересует, завтра он придет или нет. Это основная ошибка этих людей. Что делают богатые люди? Богатые выбирают деятельности, исходя из перспективы и своих сильных сторон. Внимание, внимание. Если эти люди деятельность исходит из сегодняшней выгоды, сиюминутную выгоду, выбирают деятельность. Сейчас, например, много людей занимаются тем, то, что им кажется сейчас выгодно. А если спросить, ты мечтал об этом? Он говорит, нет. А почему так работаешь, этим работаешь? Он говорит, кормить надо семье уже. Пока вот думал, может быть, полгода официантом работаю, может быть, полгода или поработаю кем-то-нибудь, или 2 года, пока этим занимаюсь. То есть они делают то, что им кажется, что сейчас это выгодно. А годы жизни-то идут. Годы жизни даже потеряны. Чем больше ты занимаешься такими подобными вещами, ты отдаляешься от своей жизни, от своей цели, то есть жизненной цели. Тем сложнее потом их достигать. Иди за свою мечту, как бы она ни была. А смотрите, богатый выбирает деятельность, исходя из перспективы и исходя из свою сильную сторону. Может быть, иногда порой, чем они сейчас начнут заниматься, невыгодно. Но они понимают, что я буду работать. Вспомните, на одну капелька вода, океан, на одну песчинка, селега. Они знают, я эту маленькую семечку буду ухаживать, она превращается в дерево. А это дерево опять падает много-много орешек. И эти орешки ухаживают. Пойдет еще дерево. Потом еще падает, еще будут дерево. И через некоторое время превращается в лес. Да. Возможно, моя жизнь не хватит, чтобы она была очень большой лес. Но буду небольшой сад. А если зато я умру, я оставлю план, этот план поможет его превращать в лес. Кто понял? Если мы 1000 лет мы не живем, это понятное дело, мы не живем 2000 лет или 1000 лет. Но, по крайней мере, ты видишь, как она плодоносит. Это прекрасно. Потом дальше есть возможность, по крайней мере, твоим детям не начинать с нуля, а начинать хотя бы намного с того места, где ты закончил. Дальше продолжать. Поехали. Бедный любит жаловаться и быть жертвой судьбы. Это вообще кайфа не получает от этого. Вы встретили людей, которым все нравится, не нравится. В магазине много вещей им не нравится. На улице много машин им не нравится. Погода, солнце слишком жарко им не нравится. Дождь идет, им не нравится. Все им не нравится. Что-то постоянно не так. Знаете, я вам скажу так. Мухаммад, саллаллаху пророку спросил один человек, как я могу стать благородным человеком? И он сказал, не жалуйся в своих делах. Ты станешь самым благородным человеком. Не жалуйся. Жалость – опасная штука. Вам трудно, вам тяжело. Внимание! Вам очень тяжело. Вы не видите выхода. Вам очень сложно. Вы устали. Дальше не знаешь, как делать. Заставь себя улыбаться. Встань и улыбайся. И ты увидишь, как все изменится. Это правда. Когда нету никакой надежды, когда нету никакого шанса, выпрями спину и скажи «Слава Богу».
и улыбайся от души. Да, улыбайся. И через несколько моментов ты начнешь видеть, что как-то жизнь, вот это все, вот эта боль отпускать начинает. Намного легче становится. Вот эта тяжесть покидает тебя. Поэтому каждый раз, когда чувствуешь, что что-то трудно, улыбайся, отпускай ситуацию. И ты увидишь, как все, сама жизнь рулит, начнет все. И ты победишь.